Добрый вечер, уважаемые телезрители. Национальная вещательная компания «Саха» возобновляет трансляцию второго соревновательного дня под дзюдо шестых международных игр «Детязи». Наступает вечерняя программа, и мы приступаем к самым главным нашим схваткам, то есть финалы. У нас сегодня будет 6 финалов, и мы приступаем сразу же к просмотру первого из них. Встречаются в весовой категории до 52 килограмм девушки Лхагваксу Сосарбарам, представляющая Монголию, и против нее Захарова Наталья, Дальневосточный федеральный округ. Схватка уже началась, и мы видим, что монгольская спортсменка ведет оценку в Азарии. Вот ее бросок оцененный, пока мы включались, пока были какие-то технические действия. Ведет с оценкой в Азарии, ведет Лхагвасурен. Вот сейчас она берет захват за спину и делает, наверное, бросок через спину. Да, вот это движение, опережающее действие спортсменки из Дальневосточного федерального округа. Поэтому у нас Лхагвасурен ведет схватку. Здесь хорошая подсечка изнутри. И вот она сразу переходит в борьбу в партере, где переворачивает дзюдоистку из Дальневосточного федерального округа на удержание, но это не получается. Но очень активно начал свои действия дзюдоистка из Монголии. Да, и небольшая поправочка. Все-таки у нас Лхагвасурен Сосарбарам ведет с оценкой не в Азарии, а Ука. Приносим свои извинения. И, как мы видим на табло, обе спортсменки уже получили по одному шида. И тут тоже действие, как оно будет оценено. Нет, оценки не будет. Будет попытка выйти на удушающий прием. Она тоже не получилась. Напомним, что сегодня вот в вечерней программе 17:00 мы увидим 6 финалов, где будут разыграны, собственно, 6 наград высшей пробы. К сожалению, в этих финалах якутских спортсменов мы не увидим, но тем не менее будут выступать сильнейшие в этом дне, по крайней мере, в этом дне спортсмены, и борьба за медали будет напряженная. Вот бросок очень с колен, такой энергичный, быстрый, но здесь дальневосточная дзюдоистка, она очень гибкая, сориентировалась и не падает. Поэтому тоже настроен на борьбу серьезную. Но, как мы знаем, монгольские дзюдоистки и дзюдоисты очень сильные, быстрометные такие. И вот они сразу после броска в стойке сразу переходят здесь же на борьбу в партере, где вот продолжается борьба до остановки арбитром мате. Вот дается мате, это остановка, и дальше вот дзюдоистки расходятся в сторону, и по команде Хаджиме они начинают снова борьбу. У Натальи Захаровой тем временем второе шидо. Напомню, что 2 шида — это предупреждение, а 3-е шидо — это присуждение балла юка оппоненту, а 4-е шидо — это уже дисквалификация. Но тут, думаем, обойдется без этого. Будут броски, будет борьба. Да, очень началась борьба с первых же минут. Очень такая быстротечная, очень энергичная. Спортсменки не стоят, не изучая друг друга, как обычно. Когда выходят спортсменки, берут захват, они начинают изучать манеру ведения борьбы. Но здесь сразу 2 девочки вступили сходу в борьбу, в бой. Да, и несмотря на такую активность, пока что у нас на табло есть только одна оценка юка. Но это, я уверен в том, что это вопрос времени. Кстати, о нем. Остается бороться чуть больше минуты, и наступает развязка этой схватки, финальной схватки весовой категории до 52 килограмм. И что ж, дорогие друзья, смотрим, как закончится эта схватка. В весовой категории до 52 килограмма боролись 2 наши девочки, но, увы, они проиграли. Это Тифус Анита из Жатая, но она боролась за 3-е призовое место. Буквально на последних секундах проиграла спортсменке дзюдоистки из Монголии. И также 2 круга соревнований прошла дзюдоистка из Алекминского района, с далекого села Тако, национальный наслед, Капралова Диана. Ну, все-таки девочки поборолись, постарались. Вот здесь зацеп изнутри, вот эту оценку должны дать оценку. Зацеп изнутри делает дзюдоистка из Монголии, но не оценивается. Да, без оценки остается это действие. Счет по-прежнему, идет по-прежнему с одним юка монгольская спортсменка. 20 секунд остается до конца этой схватки.
Ну, вот сейчас выходит без борьбы за татами дальневосточница. И Второе, Шиды дают за выталкивание ну, да, монгольской дзюдоистки. по Юка у нас 2-2. По Шида, извиняюсь, 2-2. Ну, сейчас монгольская спортсменка последний бросок делает. И сейчас, наверное, время скоро закончится. Поэтому на последних секундах бороться не будет монгольская дзюдоистка. Да, и в по белом лицу кимоно. Захаровой Натальи видно, что она уже поняла. Видите, какие эмоции. Уже Да, это плачет, горечь да. поражения. Горечь поражения в главной схватке весовой категории до 52 килограмм. Ну, да, конечно, это эмоции, это спорт. И поздравляем Хагвак-Сурен Сосарбарам с тем, что она завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 килограмм. Ну что ж, и давайте взглянем на нашу медальную таблицу. У Монголии, команды Монголии тем самым в данный момент 6 медалей. Из них 3 золотых. Вот одна как раз таки заработана прямо сейчас. И помимо этого имеется в их активе еще 3 бронзы. 2 золота добыли они на вчерашних соревнованиях, Да. где боролись весовые категории у девочек до 40, 44, 48 килограмм. Вот, ее тренер поздравил с победой. Мы поздравляем также монгольскую делегацию, монгольских тренеров и болельщиков за такую важную победу для монгольской команды, потому что они в медальном зачете бороться будут с казахскими дзюдоистами. Ну, во вчерашнем дне соревнований казахстанские дзюдоисты завоевали 7 медалей. Это 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Да, впечатляющий, конечно, результат. И, как мы уже отмечали в первом дне, изначально то, что Казахстан и Монголия, конечно же, будут оспаривать именно пальму первенства. А мы приступаем к следующему финалу. И это весовая категория до 60 килограмм юноши. И это у нас вышли Нармандах Баянмух, представляющий также Монголию, и Ильин Илья, Сибирский федеральный округ. Ну, будем смотреть эту тоже хорошую, интересную схватку. Здесь в атаке постоянно находится пока Баянмух. Он постоянно атакует движение руками, тяга на себя. То, что наиболее важно в борьбе дзюдо, это тяга, движение руками. Вот захват и опережает захват. Он подхватывает изнутри. Какой бросок! Да, оценка здесь дали Юка оценку. Чуть выше, если поднял бы руку, то было бы в азаре. Да, но таблица ногу. пока что показывает в азаре. Нет, отменяют Юка. и, конечно же, дают Юка. Но продолжается борьба. И, кстати, отметим, говоря о монгольских спортсменах, мы уже не раз говорили, что эта страна приехала с очень сильным составом. И как показатель, как доказательство этому, в сегодняшнем финальной части второго соревновательного дня присутствует в 6 финалах 3 монгольских спортсмена. Ну и Сибирский федеральный округ также представлен в 4 финалах. Ну, буквально они отстают по золотым медалям. Здесь вот хороший переворот, сразу атака. Очень интересная такая оценка в азаре дается монгольскому дзюдоисту. Здесь такие технические очень быстрые действия были с обеих сторон, но оценку дали в азаре Баянмунху Дамдинсурену из Монголии. Это борец в белом кимоно. Нармандаху Баянмуху. Баянмух Нармандах. Да, а Дамдин Сурен выйдет, кстати, в следующем финале. Еще один монгольский спортсмен. Но мы сейчас смотрим этот финал в категории до 60 килограмм. И с преимуществом в азаре и Юка по-прежнему ведет монгольский спортсмен. Ну и сейчас Ильину Илье нужно что-то делать. Времени вагон. 2 минуты, больше 2 минут. Этого вполне достаточно, чтобы догнать и перегнать. Но важно также не попасться на приемы опытного монгольского спортсмена. Ну, я думаю, схватка закончится досрочно при такой активной деятельности монгола и таких технических действий, красивых бросков. Но я думаю, завершит оценком в азаре или япон. Потому что Ильин Илья Северно-федерального, Сибирского федерального чуть отстает, но вот здесь подхват. Да. Подхват изнутри, но наш сибиряк упал на живот, поэтому оценок нет.
Но я думаю, при такой активной атаке, я думаю, Байерн Мюнхен все-таки добьется своего. Но он будет постоянно атаковать, для него это не важно, что он выиграет даже оценку в Азаре. Для него главная борьба, красивая техническая. И вот сейчас он хотел сконтрить. Еще Да, попытка, вот да. еще оценочку Юка дали за контрприем. И вот здесь могли бы дать оценочку, но не дали. Уже 3 Юка ведет Байерн Мюнхен и одно в Азаре. Это борец в белом кимоно. Да, и сделай Байерн Мюнхен сейчас еще одно действие на Вадзаре. Это уже, конечно же, прямая победа. Да, Два вот Вадзаре. я говорю, здесь И вот, да, Да, только здесь. заговорили и сразу, да. Это Два уже не в Вадзаре. Азаре, это Да, уже да. Япон. Да. Это чистым броском. Ну, сразу видно, какой подготовке дзюдоист в белом кимоно. Он активен, он постоянно в атаке. И ты всегда, когда кто атакует, тот всегда добивается победы. Абсолютно бесспорная победа Байерн Мюнхен Нармандаха. Поздравляем монгольского спортсмена. Победитель весовой категории до 60 килограмм. Юноши, поздравляем монгольских тренеров, спортсменов и болельщиков. А Ильину Илье желаем, конечно же, удачи в дальнейшем. Ну, а монголы в свою копилку еще записали 1 золотую медаль. Итого у них 4 золотые медали. Да. А и сейчас выйдет еще одна монголка, будет тоже добиваться победы. Вот мы видим, как борются монголы. Это наши, можно сказать, учителя. Это контрприем от действия спортсмена Ильина. И здесь вот броски постоянно делает Байерн Мюнхен. И вот такая очень красивая техничная борьба. Да, как по книжечке. Да, видите, как действия все. Он и бросает, он и контрит. Это красота, это праздник дзюдо, это, ну, и болельщики радуются. Для нас главное, чтобы победил сильнейший. Мы рады за наших дзюдоистов, наших друзей, наших гостей. Ну, а жалко, конечно, что наши дзюдоисты пока не представлены в финале этого праздника спорта. Ну, у нас еще будет день и будет пища. Да, мы надеемся на 3-й соревновательный день. А сейчас мы все внимание обращаем на финальное татами, центральное татами, где будет следующий финал в рамках весовой категории до 57 килограмм. Это у нас девушки. Вот в белом кимоно одна из финалисток. Представляем вашему вниманию, это Дамдин Сурен Тунамалтай. Представительница также, вот последняя, третья представительница Монголии в нашем сегодняшнем финальном соревновании, второго соревновательного дня. И против нее выйдет Крутихина Юлия, представляющая Уральский федеральный округ. Итак, финал весовой категории до 57 килограмм среди девушек. Монгольская дзюдоистка сразу начинает атаку. И вот сейчас движение, она делает, наверное, любимый прием, который делает дзюдоист. Это бросок с колена должен. Движение опережает пока монгольская. Но она может выйти вот за татами без борьбы. Но пока идет позиционная борьба. Борьба за захваты. И в движении должны вот они изучить, спортсмены изучают друг друга и ищут вариант, ошибочный вариант у той, которая может сделать для спортсменки, которая делает бросок. Да, вы, наверное, слышите, какой шум стоит на трибунах. Вот это хорошо. А зацеп изнутри. Да, Крутихина Юлия не подарок. Крутихина Юля, да, крутая девочка, можно сказать, переходит на удушающий сразу. Пытается вырвать руку. Да, и сразу сейчас перейдет на болевой прием. Так, готовит она, да, и еще немного она вот, если ногу не взяла, не отпустила. Крутихина, крутая дзюдоистка из Уральского федерального округа. Она дает настоящий бой именитым дзюдоистам Монголии. Да, представителям именитой монгольской школы. И пока что спортсменки поднимаются в стойку. По-прежнему у нас, если я не ошибаюсь, да, нет результативных действий, да, нету, как мы видим на табло. Монгольской спортсменке дали шида за выход в свободной зоны борьбы.
Ну и вот сейчас вот атакует постоянно в левую сторону Крутихина Юлия. Но пока нет технических действий. Она сейчас перейдет сразу в борьбе партере. Она тоже очень хорошо, видать, владеет. Ищет вариант здесь, ищет отворот, чтобы сделать удушающий прием. Но это не получается. Но мы видим красивую, настоящую борьбу таких хороших девочек красивых, которые вот хотят добиться победы и одолеть соперницу техническими действиями. Да, действительно, Юлия Крутихина к этому поединку подошла с очень таким резким и таким резким настроем. Идет уверенно, идет вперед, атакует. Она, видимо, сделала ставку на все-таки открытую борьбу. Да, и на победу. Победить. Не все равно побеждают, обязательно должны победить. Та школа именитая, есть еще другие школы борьбы, есть русская школа борьбы, раньше воспитанная из борьбы самбо, и русский характер, российский характер. И вот Юлия Крутихина, как мы видим, стремится к тому, чтобы привести, завоевать первую золотую медаль для своей команды. Сейчас у команды Уральского федерального округа 4 медали, из них 2 серебра и 2 бронзы. Ну что ж, посмотрим, будет ли первая медаль у этой команды. Первая медаль золотой пробы имеется в виду. И смотрим дальше. Так, времени, ну, еще есть, это минута, почти 20 секунд. Здесь все может произойти в одночасье, в одни секунды. В течение бросок производится с амплитудной в 1 секунду, где можно добиться победы. Ну, вот сразу переходит на вот переворот крестом, который не получается у монгольской. Она старается, но изо всей силы, но не получается. Крутихина готова к защите, и она будет все равно нападать. Она не из робких девочек, не из робкого десятка, можно сказать. И настрой у нее хороший. Видно, вот, что девушка боевая и будет бороться до конца. Да, действительно, очень интересная ситуация у нас сложилась. И это говорит о том, что будет интересная развязка этой схватки. Остается бороться чуть больше 40 секунд. Второе Еще одно шидо, да. Монгольской девушки. Но она уже выдохлась, уже бросает почти без захватов. Ну, а Да, Крутихина вот постоянно в движении, постоянно в атаке. Неужели проблески отчаяния? Да, вот уже сейчас, ну, при такой атаке Крутихиной шида дадут еще монгольской дзюдоистской. Вот здесь наоборот, здесь поменялась борьба, здесь атакует Крутихина в партере, делает переворот, но это ей не удается. Команда Мате, это стоп, и спортсменки расходятся на свои места. Ну что ж, 12 секунд остается до конца этой схватки. 2 шида монголки не позволяют ей надеяться ни на что, кроме как на поражение. Да, в отчаянии она делает бросок с упором ноги, но это не получается. И поздравляем Крутихину Юлию с тем, что она стала главной триумфаторшей этой весовой категории до 57 килограмм. Юлия становится обладательницей золотой медали, тем самым приносит первую награду в высшей пробе команде Уральского федерального округа. Уральский федеральный округ может торжествовать сегодня, может ликовать. Первая золотая медаль в очень красивой упорной борьбе, сильной соперницей. Вот принесла весовой категорию до 57 килограмм Крутихина Юлия. Ну вот так надо бороться до конца, так надо постоянно действовать в атаке. Кто атакует, тот побеждает. Да, очень напряженнейшая схватка, в итоге которой Юлия Крутихина завоевывает чемпионский титул в этой весовой категории. Вот так бороться нашим надо спортсменкам и спортсменам. Тогда и у нас будет праздник, и у нас будут победы. У нас завтра также будет, 6 весовых категорий. И будет соревнование идти в таком же формате. То есть с 11 мы начнем предварительные схватки, ну а вечером мы начнем транслировать финальные встречи. Вот мы видим повторы прошедшего финала весовой категории до 57 килограмм среди девушек.
Здорово, здорово, конечно же, Юлия Крутихина действовала в течение всего этого поединка, не дав монгольской спортсменке сделать ничего вообще. Абсолютно заслуженная победа представительницы Уральского федерального округа. Ну, мы теперь приступаем к просмотру следующего финала. Это весовая категория до 66 килограмм юноши. В белом кимоно представитель Москвы – это Уваров Виктор. И против него в синем кимоно Сергей Скоробогатов, Сибирский федеральный округ. Ну, эти борцы очень высокого роста, баскетбольного роста, вязкие. И в борьбе, конечно, до финала они в такой вот вязкой борьбе доказывали свою силу, свой характер. Ну, вот и вышли. И вот посмотрим, будут ли здесь хорошие броски, будет ли здесь энергичная борьба. Ну, как продемонстрировали девочки, вышедшие в весовой категории до 57 килограмм. Ну, здесь будет борьба затяжная, должна вот в основном захваты. Ну, далее посмотрим. Будем болеть за тех, кто выиграет, будем болеть за дзюдо, будем болеть за технические действия, которые сделает тот или иной борец. Ну, команда москвичей участвует здесь неплохо, можно сказать. Вот их представитель Уваров Виктор в финале, это уже что-то показывает. Поэтому мы будем болеть за обоих дзюдоистов. Да, у Москвы в данный момент имеется две награды, это серебро и бронза. И сейчас вся команда, вся делегация Москвы, конечно же, будет поддерживать Уварова Виктора. Да, ну вот здесь вот за пассивное виде борьбы дают замечание Скоробогатову. Да, первая шида. Первая шида. Ну и вот в такой манере они, наверное, будут бороться. Вот, видим, выжидают, ищут момента для совершения броска. Да, броска. Левосторонний вот Скоробогатов хороший захват взял, ему надо опережать, но он стоит очень с хорошим захватом, взял сверху. Обычно с таким захватом сразу производится бросок, но Скоробогатов стоит, и вот это на руку его сопернику, и поэтому нет технически. Вот он в левую сторону постоянно атакует однотипно, поэтому здесь, ну и то же самое делает, только в другую сторону Уваров из Москвы. Поэтому оба однотипных, можно сказать, борца, но с разными стойками. Один борется в правосторонней стойке, другой борется в левосторонней стойке. Да, конечно, как и в любом виде единоборств, это очень интересный и важный компонент, который, конечно же, вносит свои определенные коррективы в ход схватки. Ну, сейчас вот дали замечание уже и москвичу Шида Уварову. И оба имеют по оценке, то есть по предупреждению Шида. И вот такая борьба, наверное, будет вестись до конца. И вот этот хороший прием оценен в Азаре, передняя подножка, захватом со стороны спины. И вот в левую сторону не ожидал Уваров. И вот Скоробогатов получает оценку в Азаре. Да, серьезная заявка на победу. Да, очень серьезная заявка. Но Уварову что, придется только или отыгрываться в Азаре, чтобы было одинаково, или же делать, выходить на япон. Да. Ну, остается ему, конечно же, только рисковать. И посмотрим, что будет дальше. Еще одна попытка. Нет, это уже не бросок, это просто попытка, правильно сказал мой товарищ комментатор. Поэтому борьбу, не знаю, Уваров покажет, не покажет. Но Скоробогатов будет сейчас все равно атаковать левую сторону. Вот он, вот видите, сразу опережает захват и сразу атакует. Ну, сейчас пойдет последняя минута борьбы, вот остановка, небольшая будет передышка для обоих дзюдоистов, чтобы как-то настроиться, отдохнуть, передышать. Но пояс Уваров не завязывает. Да, интересно, что арбитр показал Скоробогатову привести в порядок свою форму, а
Уварову почему-то нет. Да, ну, вот сейчас будет опять делать свой излюбленный прием. Переднюю подножку Скоробогатов своими длинными ногами. Руками он контролирует. Да, вот и вот ищет возможность провести атаку, провести прием. Вот оба спортсмена устали. Скоробогатов берет левосторонний захват, со стороны верхний захват со стороны спины и делает переднюю подножку. Это в первый раз у него получилось на оценку Вазари. Вот сейчас он готовит очередную атаку. Да, и он контролирует руками. Держит на дистанции. Выталкивает, но надо было наоборот использовать это движение. Если толкает соперник, ему разворачивается. Но он выходит, и ему, наверное, дадут сейчас предупреждение. Второе Шида. Да, за выход из зоны борьбы ему дают Шида. Также опять вот сейчас ему очередной Шида дадут. Скоробогатов уже не борется. 2 Шида имеет. Да, 3-й Шида ему дают. Ну и сейчас, конечно же, 4-я Шида он получать не имеет права. Нужно терпеть 2 секунды. Ну и заканчивается, да. Нули горят, красные нули горят у нас на табло, что фиксирует победу Сергея Скоробогатова. С чем мы его и поздравляем. Сергей становится золотым триумфатором весовой категории до 66 килограмм. И приносит первую золотую медаль Сибирскому федеральному округу. Вчера у них было 4 медали, 4 бронзы, ну а сейчас у них вот золотая медаль, да, которую принес Скоробогатов Сергей. Ну, он тактику избрал в конце на последнюю минуту не бороться, просто уходить. Что вот получил даже 3 Шида, рискуя получить 4-е, но на последних секундах все-таки... Ну, там, да, оставалось времени всего ничего. Поэтому тактика верна. Да. Победа достойно досталась Скоробогатову. Конечно, расстроился наш москвич Уваров, но ничего. Впереди еще много стартов, много соревнований. Еще раз поздравляем Сергея Скоробогатова с этой победой. Да, действительно очень рисковал Сергей. Было бы обидно достаточно получить 4-я Шида на последних секундах. Но он рассчитал, наверное, поэтому... Да. Он знал, что делал. Да. Поэтому победа... Рискнул и угадал. Да. Не стал рисковать, да, зачем рисковать, залетать. Поэтому вот такая тактика привела на последних минутах к победе. Достаточно хороший бросок, амплитуда, передняя подножка, вот, которую вот сделал, уже выходя с ковра, с зоны борьбы. И видите, он движение поймал Ильина, и ему и мы поздравляем Сибирский федеральный округ, поздравляем всех болельщиков, всех тренеров, всех, кто приехал на эти соревнования, на 6-й международный спортивный Дети Азии, с золотой медалью по борьбе дзюдо весовой категории до 66 килограммов. Да, ну, а сейчас... на татами у нас выходят финалистки весовой категории до 63 килограмм. Это девушки Терещенко Ирина, Сибирский федеральный округ, и против нее Мирзахметова Саера из Казахстана. Да, вот здесь еще один Сибирский федеральный округ. Мы посмотрим, как борются сибиряки обычно с характером. Очень физически сильные. И также вот Терещенко Ирина, она гораздо мощнее выглядит перед Мирзахметовой, физически, наверное, сильная, поэтому вот будет надеяться только на свою физическую силу. И, конечно, вот не получилось, зацеп изнутри, оценены в Вазаре. Мирзахмета Саера, Казахстан, бросает зацепами изнутри на оценку Вазари. Да, первое результативное действие на счету казахской спортсменки. Ну, смотрим, как теперь Ирина Терещенко будет пытаться воспользоваться преимуществом в росте. Да, я только сказал перед этим броском, что она физически сильная, будет использовать свою физическую силу, но не получилось. Вот здесь вот опережение соперника на любые действия может привести к плачевному результату для одной из них. Но Мирзахметова не
вот не выглядит такой уставший, не выглядит такой испуганный перед своей такой огромной соперницей. И, наверное, будет все равно тоже так же атаковать, опережать, на маленький рог. Вот видите, только что сказал, да, еще один бросок здесь И уже, да, сразу чистый бросок. Иппон. Да, Иппон. Да, только Валерий заговорил о том, что она не будет бояться габаритов, да, и тут будет же атаковать. Да. И точно, да, вот. Мирзахметова как будто, подтвердила вот слова Валерия и сразу смело бросилась в атаку и да, заработала чистую победу. своими приемами зацепами изнутри, которые сперва сделали на оценку Вазари, и сейчас оценка Иппон, и достигла хорошей, убедительной победы над своей рослой, огромной, можно сказать, соперницей Терещенко Ирины. Итак, Казахстан добывает еще одно золото. В копилке у них уже 3 золота. Но у монголов 5, да, золотых? У монголов у нас... Нет, у монголов 4 золотых медали. 4 золотых, 4 золотых. У казахов 3 золотых медали. Я думаю, командное первенство будет оцениваться, засчитываться по золотым медалям, как это всегда делается и на Олимпийских играх, и на всех международных соревнованиях. Да, молодец. Мирзахметова, Саера, такая имя Саера хорошее, с такой интересной зацеп изнутри под разноименную ногу, которую привела на своей сопернице. Очень самоотверженная девочка вышла в решающие схватки и действительно продемонстрировала очень цепкую, очень резвую борьбу, что и принесло ей успех. Это красиво, очень красиво делает она все это. Вот три которые компонента движения, тяга руками, движение ногами и туловищем. Ну и мы сейчас приступаем к следующему, к заключительному финальному поединку. Это у нас весовая категория до 73 килограмм юноши. Кирилл Рошка, Уральский федеральный округ, и против него Степан Гоптар, представляющий Сибирский федеральный округ. Так, сразу же получает замечание, по-моему, у нас Степан Гоптар. Да, да, первая шида у представителя Сибирского федерального округа. С очень хорошими фамилиями. Гоптар, Рошка, такие вот хорошие фамилии, интересные для нас. Но вот они будут сейчас показывать тоже хорошую, интересную борьбу. Ну, ребята не робкая десятка, видно, что сразу вступили без всяких изучений соперника. Они, наверное, до этого видели друг друга в предыдущих схватках. И сейчас будут только атаки, 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 как это нам продемонстрировали монгольские дзюдоисты, и казахские, ну и все, кто сегодня вышел в финал. Да, но здесь не получился контрприем, нету обхвата руками соперника. Просто он дернул ее вниз. Гоптар, и у него не получилось. Команда МТ. Да, и поднимает арбитр спортсменов в стойку. И дают шида уже противнику. Рожки дают. Рожка. Да, по одному шиду теперь имеют оба спортсмена. И что ж, Да, вот подхват изнутри под одну ногу пытался сделать сибиряк, сибирский федеральный, но это не получилось. Ну, Сибирский федеральный округ и Уральский федеральный округ, они соседи, поэтому эти ребята, наверное, встречались не раз на соревнованиях, потому что там очень часто много соревнований проводятся, друг друга знают, и вот будут, конечно, стараться победить кто-то из них, одержать победу. Вот это контрприем, бросок на всю спину, в обратную сторону, подножку в обратную сторону. И победу одерживает Степан Гоптар, Сибирский федеральный округ. И он приносит еще одну золотую медаль. Да, и теперь у них, у Сибирского федерального округа в общей сложности 6 медалей, 4 бронзы и 2 золота. Только что вот Валерий сказал, что да, вот Сибирский и Уральский федеральный округ, они соседи, а я хотел вот отметить, они еще и соседи по турнирной таблице у нас под дзюдо. Примерно одинаковое количество медалей у обеих этих команд.
Ну что ж, раз Да. мы заговорили, у Уральского федерального округа 5 медалей, из них 2 серебра, 2 бронзы и 1 награда высшей пробы. Ну, а Сибирский федеральный округ сегодня забыл 2-ю золотую медаль. Да. Да, и вот они опережают своих соседей. И мы рады за сибиряков, рады за их тренеров, которые подготовили вот своих ребят к таким схваткам, к победе. Поздравляем болельщиков, поздравляем всех тех, кто болеет за борьбу дзюдо. И мы видим сегодня, вот увидели финалы в 6 весовых категориях. И финалы были очень интересные, достойные, можно сказать. Да, действительно, на одном дыхании мы посмотрели все 6 схваток. Очень зрелищные поединки у нас получились. Ну а мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а потом мы с вами будем смотреть цветочную церемонию. РМ-500 – первый квадроцикл, разработанный и произведенный в России. Приобретайте у единственного дилера компании «Русская механика» в Якутске. «Русская механика», улица Красильникова, дом 7, телефон 722 555. Көмөлөккө үйелер тухары акция. Сүрүн бирис Алмаз компанияттан 100 тыынча солкубайга тутуу сертификата. Көмөлөктен саха толору хите тардылак сандалы. Александр Семенович Аргунов усамман эхлегини таттылугун бачоттах олоқтоға народ депутатын керегері хапсайга онна көңіл тустуга турнир чимнайын эхлегер отыйын тоқсус чыгылатыгар ытыллар. Келен көрөр күтігер ыңрабыт. Дәрі доғыттар, сақабыт сирил оқтақтыры, оппүрледі қағаланна. Ondan Allah техникалар, апчастар барыта бұбыманна балды. Урбани курсулан жүдода мағының ситимлеріттен бұлоқтың сөп. Гостинично-оздоровительный комплекс «Рубин». Мы делаем все, чтобы вам было приятно находиться у нас. Компании бывают разные. Крупные и маленькие. Молодые и опытные. Успешные и не очень. Но правила одинаковы для всех. Федеральная антимонопольная служба за честную конкуренцию. Бизнес – это получение прибыли. Вполне логично. Все предприниматели стремятся получить ее как можно больше, затратив при этом как можно меньше сил и ресурсов. С точки зрения закона, изначально все предприниматели находятся в равных условиях. Но что, если кто-то решит действовать нечестно? Тогда в конкурентной борьбе может победить фирма не с качественным товаром, а та, у которой лучше теневые связи. Люди, вынужденные платить за некачественный товар, станут искать альтернативу. Следовательно, прибыль будет уменьшаться. Этого можно избежать, соблюдая правила честной конкуренции. Задумайтесь. Аэропорт Якутск. Небо начинается с земли.
Церемония цветочного награждения победителя и призеров 6-х международных Ну что ж, дорогие спортивных друзья, национальная игр вещательная «Дитя компания Азии» по «Саха» дзюдо. возобновляет Весовой свою категории до 60 трансляцию килограмм среди со второго соревновательного дня по дзюдо 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Завершилась у нас вечерняя программа. Посмотрели мы все 6 финалов, и все победители и призеры выявлены. И сейчас наступает момент для цветочной церемонии. Самбо Тарасов Олег Владимирович. Видим, что спортсмены уже вышли. И За сейчас третье место награждается будут награждать Молдаш призеров. Кемелбек, Казахстан. Да, и первым на третью ступень пьедестала выходит Молдаш Кемельбек, представляющий Казахстан. Спортсмен 2000 года рождения. Но рядом с ним, также занявший третье место, поздравляем его также, Хамид Санзанза. Защищал он цвета Кыргызстана на этих соревнованиях. Илья, Сибирский федеральный округ. На вторую ступень пьедестала выходит Ильин Илья, Сибирский федеральный округ. Ну и, конечно же, главный триумфатор этой весовой категории до 60 килограмм среди юношей Нармандах Буянмунг, Монголия. Ну, мы видим чисто азиатский пьедестал подсчета. Третье, вторые чемпион. Сразу видно, что здесь у нас проходят 6-е международные спортивные игры «Дети Азии». Да, поздравляем всех призеров и победителя этой весовой категории. Победителя и призеров по дзюдо весовой категории до 60 килограмм среди юношей. Ну и вот сейчас приглашают следующую весовую категорию. Ну, а награждение медалей будет производиться на Комсомольской площади после сразу цветочной церемонии. Все идут туда красочно, где вручают им медали вот этих достоинств, которые они завоевали при большом скоплении народа, болельщиков, зрителей, под церемонию, хорошую музыкальную церемонию там. В общем, очень интересно. Все приходите на Комсомольскую площадь, и да, все вы увидите наших чемпионов, наших героев 2 дней сегодняшнего дня соревнований. Ну а вчера награждения проводились первого дня соревнования. И завтра мы тоже будем еще также болеть за 3 весовые категории среди мальчиков и 3 весовые категории у девочек. Это самые весовые категории. Да, сейчас нам представляют отметившихся спортсменов сегодняшнего соревновательного дня. Для тех, кто смотрел эту трансляцию, для тех, кто был в этом зале. Ну, а тех, кто действительно по каким-то причинам не увидели, да, вот, как сказал Валерий, приходите на Комсомольскую площадь, где будет главная церемония, и вам представят сильнейших дзюдоистов наших 6-х международных спортивных игр. Да, это очень будет красочно, очень интересно и при большом скоплении народа. Так что еще раз приглашаем мы с Власием. Мы вот 2 дня ведем программу с удовольствием, рассказываем вам искрометные схватки. Мы сами болеем, мы внутри, мы тоже после этих соревнований мы устаем, как будто сами боролись. Да, абсолютно верно. У нас еще впереди 3-й соревновательный день, что только радует. Но мы ждем следующую весовую категорию, и по программе сейчас мы будем чествовать спортсменов юноши, да, 60, весовая категория до 66 килограмм. Начинается церемония цветочного награждения победителя и призера 6-х да, вот как раз спортивных игр приглашаются, выходят вот девушки в якутских национальных костюмах, а за ними триумфаторы этой категории. Давайте полюбуемся этими молодыми, юными спортсменами, у которых все только впереди. И эти игры для них станут началом для большего, для покорения именно олимпийских, мировых первенств. Этих ребят мы в скором времени увидим на взрослых соревнованиях. И сейчас мы приветствуем бронзовых призеров этой весовой категории. Это Отгонтукс Уганбаяр, представляющий Монголию.
И на пару с ним на третьей ступени пьедестала у нас стоит Мурзаев Адиль, который представляет Кыргызстан. Приветствуем серебряного призера Виктор Уваров, представляющий Москву. Вот он на ваших экранах. Здорово боролся Виктор. Впрочем, как и все юные борцы, которые стоят на пьедестале. Приветствуем, конечно же, золотого призера, победителя этой весовой категории, Скоробогатова Сергея, представляющего Сибирский федеральный округ. Перед вами лучшие спортсмены, лучшие борцы, проявившие себя сильно. Это сильнейшие ребята весовой категории до 66 килограмм. Ну что ж, пользуясь заминкой, мы, наверное, с Валерием озвучим турнирную ситуацию именно под дзюдо. Группа лидеров выглядит вот так. Сборная Казахстана 8 медалей, из которых 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Сборная Монголии 7 медалей, 4 золота и 3 бронзы. Сборная Уральского федерального округа 5 медалей, 2 серебра, 2 бронзы, ну и, конечно же, 1 золото. И их соседи Сибирский федеральный округ 6 медалей, 4 бронзы, 2 золота. Ну вот так выглядит группа лидеров. Остальные немножко отстают от этой группы. И мы, конечно же, будем надеяться на третий день, на третий заключительный соревновательный день. И, конечно же, по итогам завтрашнего дня будут внесены коррективы в эту группу лидеров. Ну и сейчас мы приветствуем юношей, которые боролись в весовой категории до 73 килограмм. Третье места, вернее, Вусал Шалимов, представляющий Азербайджан, и, конечно же, Данил Гарипов, Москва. За второе вот ребята, которые поделили бронзовые комплекты наград. Ну а сейчас мы приветствуем серебряного призера этой весовой категории Кирилл Рожко. Уральский федеральный округ. Сибирский федеральный ну и победителя. Гоптари. Сибирский федеральный округ. Да, вот ребята показали действительно очень зрелищную, искрометную борьбу. Проявили себя, конечно же, лучше, чем их оппоненты. Именно поэтому они сейчас стоят на пьедестале почета. Ну и сейчас мы ожидаем чествования девушек, которые боролись в весовой категории до 52 килограмм. Ну и, конечно же, специально для якутских болельщиков я, наверное, отмечу то, что в данный момент у нашей команды в ее активе 2 бронзовые медали. Пока что это все. Сегодняшний день, к сожалению, оставил нас без медалей, но мы, конечно же, не будем унывать и будем болеть за наших девочек и мальчиков и будем надеяться на третий соревновательный день. Кстати, о нем. Завтра мы начнем трансляцию предварительных схваток, как и в эти первые 2 дня в 11 утра. Это будет первая утренняя программа. В рамках нее вы увидите предварительные схватки, утешительные схватки и, конечно же, схватки за 3-е место. Ну а вечером в 17:00 по местному времени мы начнем трансляцию финальных схваток. Так было в предыдущие 2 дня, так и будет заключительный день. Ну и да, вот выходят девочки весовой категории до 52 килограмм. Бронзовые призеры. Происходит главный судья соревнований по дзюдо, судья международной категории. Да, не буду объявлять раньше времени. Вот они перед вами, победительница и призеры весовой категории до 52 За 3-е килограмм. место награждается Нурмахамедова Рауза,
Да. Казахстан. Бронзовые призеры. Нурмахамедова Рауза. Представляет она сборную Казахстана. И на пару с ней на третью ступень пьедестала выходит Илдусхан Карагдиев, представляющая Туркменистан. За второе место награждается Приступаем Захарова к приветствию серебряного призера Наталья Захарова, Дальневосточный федеральный округ. Поздравляем Наталью с серебряным успехом. Ну и, конечно же, победительница этой весовой категории, обладательница золотой медали Улхакбасурен Сосарбарам. Приношу ей извинения за то, что сегодня пару раз неправильно озвучивал ее фамилию. Представляет она, конечно же, монголку, которая очень сильно выступает в нашем соревновании. Ну и сейчас общее фотографирование, конечно же, куда же без него. Отличившиеся спортсменки весовой категории до 52. Вот они на ваших телеэкранах. Далее вашему вниманию представят девочек, которые боролись в весовой категории до 57 килограмм. В этой весовой категории велась не менее напряженная борьба. Были как схватки, которые быстрые, которые быстро заканчивались, а также были схватки, судьба которых решалась на последних секундах. Ну, вообще в каждой весовой категории нашего соревнования ведется действительно бескомпромиссная борьба. Очень интересное соревнование, и нам с Валерием одно удовольствие комментировать и наблюдать за ним, сопереживать не только за наших спортсменов, но и за зарубежных, и за представителей российских округов. В общем, да, Валерий Батори — настоящий праздник дзюдо. Да, мы эти дни, вот 2 дня участвуем сами в этом празднике. Мы болеем за всех спортсменов, болеем за наших друзей, особенно болеем за монгольских дзюдоистов, потому что они за эти годы стали за 25 лет нашими почти близкими, почти родственниками, потому что они нас обучали, мы ездим к ним, обучаемся. Мы в течение года 6-5 раз ездим в Монголию. Ну и так, приветствуем бронзовых призеров этой весовой категории. Виктория Мальцева, представляющая Дальневосточный федеральный округ. А рядом с ней Дарья Хромошкина, представляет она Сибирский федеральный округ. Бронзовый призер этой весовой категории. Вот они на ваших телеэкранах. Поздравляем девочек с этим бронзовым успехом и приветствуем серебряную призерку Дамдин Сырен Тунамалтай. Еще одна представительница Монголии на пьедестале почета у нас. Вот она, красавица. И, конечно же, мы сейчас приступаем к приветствованию золотой медалистки. Это у нас Юлия Крутихина. Думаю, вы прекрасно помните ее замечательную победу в финале. Действительно, девочка заслужила эту победу. Это результат продолжительной и плодотворной работы. Золотая медаль 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Это дорогого стоит. И вот победительница и призеры. Мы видим в числе награждающих главного основания и вице-президента Федерации дзюдо Лойко. И мы во Дворце спорта «Триумф» завершились сегодня первый день соревнований по борьбе самбо. И мы можем обрадовать болельщиков, что второе место в весовой категории до 55 килограмм занял Слава Конощук, город Нюрба, тренер Федоров Прокопий Павлович. И также второе место удостоилась до 60 килограмм Настя Шитикова из города Алдана. И третье место завоевала в весовой категории до 38 килограмм Татьяна Мигалкина из поселка Жатай, тренер Бунтарын Гамбадорш. Вот какие хорошие новости к нам пришли из Центра спортивной подготовки «Триумф». Поздравляем наших ребят и надеемся, что дальше также они продолжат зарабатывать медали для своей команды.
Да, завтра последний день соревнований. Одновременно идут по борьбе Начинается самбо, церемония по борьбе цветочного дзюдо. И мы награждения ждем от победителей наших призеров спортсменов, шестых международных конечно, спортивных самое олимпиад дорогое, это дзюдо, чтобы они весовой принесли категории в до копилку 60 нашей килограмм сборной среди девушек. любую медаль любого достоинства. Да, и заключительная цветочная церемония на очереди. Девочки весовой категории 6 до 63 килограмм. Судья международной категории Алексей Левицкий. Да, конечно же, улыбается. Сейчас, конечно, очень За третье самый место приятный момент награждается Запитова после Манижа, того, как Уральский все федеральный закончилось. Человек справился с такими нагрузками, как в плане физическом, так и психологическом. И вот заслуженные аплодисменты и похвала в сторону победителя и призеров этой весовой категории. Приветствуем бронзовых призеров. За второе место Энчимек награждается Церендулам, Терещенко, представительница Монголии, еще одна представительница Монголии, и Манижа Сабирова, Уральский федеральный округ. Ну и сразу же переходим к серебряной призерке. Это у нас Ирина Терещенко, Сибирский федеральный округ. Казахстан. Ну и золото. Мирзахметова Саера, Казахстан. Приветствуем Саеру. Да, какие красивые девочки на пьедестале почета, с красивыми цветами, с улыбками, радостные. Но они по праву завоевали эти медали. Целый труд, это в течение 4 лет они вот упорно шли к этим заветным медалям, к этим победам. Да, как и полагается, победил сильнейший. В данном случае победила сильнейшая. И победил наш вид спорта борьба дзюдо. Хорошо. Ну и вот, таким получился второй соревновательный день. У нас завтра будет заключительный отрезок, в которого мы увидим предварительные, утешительные и, конечно же, финалы. Итак, дорогие телезрители, мы прощаемся с вами. Но перед тем, как уйти, мы напомним, что в 11 часов утра у нас начнется трансляция предварительных схваток, в рамках которых также будут проведены схватки за 3-е места. Ну а вечером в 17:00 здесь в Элейботуре состоятся финальные схватки. Это тоже мы, конечно, транслировать. Смотрите наши трансляции, приходите, болейте, любите дзюдо, любите спорт и болейте за своих спортсменов. Ну, а мы надеемся, что завтра будет также какой-то медальный день, который нам принесут наши дзюдоисты. Мы будем надеяться, ждать от них победы и желаем им удачи. Тренерскому коллективу желаем настроить хорошо наших спортсменов-дзюдоистов. И завтра мы должны порадовать не только своих тренеров, мы должны порадовать всех зрителей, всех болельщиков нашей Якутии. Для вас работали Власий Сергей и Валерий Герасимов. До скорых встреч в эфире!